Здравствуйте, мы начинаем уфимский разворот на волнах «Эхо Москвы» в Уфе. Сегодня у микрофона Лилия Клюковская. Руслан Валиев, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Мы все успели на эфир, несмотря на снежные заносы и огромное количество осадков за выходные дни. Но мы все здесь, мы все с вами и очень надеемся, что вы нас слушаете не в застрявшем своем автомобиле. Да, в том числе, например, смотрите уже на экране смартфона или компьютера, поскольку у нас ведется также и прямая трансляция в Фейсбуке и на Ютубе. Заходите, подписывайтесь и не пропускайте все наши эфиры. И напишите нам, пока вот вы уже сидите в офисах, как вы доехали до своего офиса. Наш телефон +7 927 304 10 51. Пока мы не задавали никаких вопросов, вы можете просто свои эмоции описать. К этому номеру также привязан аккаунт в мессенджере Telegram, поэтому вы также можете присылать и в Телеграме все свои сообщения, в том числе мультимедийные файлы, кстати, также удобно отправлять в этом мессенджере. Сегодня у нас первая часть программы — это обзор прессы. Фрагмент программы «Персонально ваш» мы не будем слушать, поскольку позади выходные, но послушаем фрагмент фильма, ролика, который подготовил Алексей Навальный по поводу ситуации в Сибае. Поголосуем на эту тему. Во второй части мы также продолжим обсуждать ситуацию в Сибае по телефону с правозащитницей Рамилей Саитовой. И еще почитаем и обсудим тему качества жизни в регионах, поскольку вот по новым данным агентства РИА Новости, Башкирия оказалась на 25-м месте по России по качеству жизни. И вообще, хорошо это или плохо, что это такое вообще? В принципе, да, обсудим вместе с вами. Это будет во второй части. А сейчас я предлагаю начать обзор прессы. Сразу начну с материала, посвященному Сибаю, да. «Казус Авзалова» называется статья. «Кому смог в Сибае в минус, а кому в плюс?» Задается вопросом Рамиль Рахматов на страницах сайта про Уфу. «Как проблема Сибая из экологической становится социально-политической?» Задается вопросом обозреватель. Соответственно, самым громким событием недели, вышедшим на федеральный уровень, стала история с градоначальником Сибая Рустемом Авзаловым. Без того накаленную обстановку чиновник усугубил высказыванием о козлах и экскрементах. Конечно же, все об этом слышали, да, мы в том числе в эфире ставили этот фрагмент. Информация действительно дошла до президента Путина через его пресс-секретаря Пескова. Так, и теперь уже не важно, кого он имел в виду, конкретного человека или всех протестующих в городе. Факт в том, что из-за его высказывания ситуация в Сибае дошла до Кремля. Разом проблемы администрации главы республики и лично Радия Хабирова поднялись на несколько уровней выше. Это понимание есть на Тукаева. Поэтому мы решили порассуждать, как действуют в данной ситуации различные игроки. Вот, и здесь, наверное, важно сказать вот по поводу Хабирова. В Рио главы региона всю текущую неделю, имеется в виду вот прошедшую, да, провел в разъездах, принимая участие в форумах и мероприятиях международного масштаба. Энергичность и личное участие Радия Хабирова уже дает свои плоды. О заключенных многомиллиардных инвестиционных соглашениях мы уже писали. На фоне предшественника в Рио появилось впечатление драйва, утверждает Рамиль Рахматов. На фоне этих поездок мы обратили внимание, что федеральные коллеги-журналисты постоянно пытались своими вопросами вернуть Радия Хабирова к теме Сибая. По идиотскому высказыванию Авзалова отбомбились все, включая Алексея Навального. Все это очень выгодно тем силам, которые заинтересованы в том, чтобы поставить под сомнение статус Радия Хабирова в качестве единственного кандидата от власти, рассуждает дальше Рамиль Рахматов. Ну, говоря о плодах, ты имеешь в виду подписание различных контрактов, договоров в Сочи, видимо, на форуме? Да, не я имею в виду, да. Да, предыдущий экс-глава ведь тоже ездил на форум и тоже подписывал. Плоды, мне кажется, это когда уже действительно есть что пощупать, как Слушай, говорят ведь ты татарин. права. Действительно, ведь о разных как-то обещать еще не жениться, раньше. знаем мы, женщины. Безусловно. Вот. А продолжая просто тему по Сибаю, чтобы потом уже к этой теме я не возвращалась. Уфа-1 пишет, по вчерашнему дню чистейшая серная кислота. Замеры воздуха в Сибае показали превышение ПДК диоксида серы в 12,4 раза. Горожане жалуются на смог с самого утра. Еще появилась такая фраза, едва ли она кому-то покажется смешной. «Чудовище снова проснулось, выползло из недр и уже принялось за отравление мирного населения». Ну, вот больше пока на эту тему я и не буду говорить. Это кто такую формулировку использовал? Это вот местные жители уже начали юморить по поводу ситуации, которая вокруг них происходит. А я продолжу тему нашего обзора следующим материалом. В правительстве Башкирии решили привлечь врачей в глубинку миллионом. Почему именно этим материалом продолжаю? Потому что вот не отпускает меня вот эта фраза
замминистра здравоохранения о том, что в Сибае воздух у нас как в санатории, да, поэтому, я думаю, может быть, действительно нужны профессиональные врачи. Республике нужны как минимум 2000 врачей. Правительство республики подготовило программу господдержки для больниц, где больше всего ощущается кадровый дефицит. В проекте постановления говорится о единовременной выплате в 1 000 000 рублей для медиков, которые прибывают на работу в медучреждение. За это они должны подписать трудовой контракт на 5 лет. Программу планируют распространить на врачей из республики и медиков из других регионов. Главные врачи больниц будут направлять списки врачей, в которых они нуждаются больше всего, пишет об этом МКСЭД. Принять участие в программе смогут специалисты с высшим образованием по многим специальностям, в том числе урология, сердечно-сосудистая хирургия, рентгеноваскулярная диагностика, лечение, неонатология, онкология, кардиология, анестезиология и так далее. Напомню, что раньше, кстати, в республике действовала аналогичная программа «Земский доктор». Так. И вот если я не ошибаюсь, вот если брать архивные материалы, в 2017 году в программе «Земский доктор» смогут принять участие 120 врачей. Писался тот же самый МКСЭД. Но вот сейчас, видишь, число увеличилось до 2000. Посмотрим, поедут ли люди, как говорят, на места, и поманит ли их 1 000 000. Ну вот издание напоминает, что с 12 по 18 год эта программа действовала, и вот за этот период, 6-летний, переехали работать на село 1421 врач разных специальностей. Вот главное, чтобы они после контрактов ведь там оставались, они Конечно. просто поехали. Раньше, по-моему, это было года 3, когда надо было ехать. 5 лет — это, конечно, достаточно большой срок. Привлекали ведь и домами, и какими-то материальными другими вариантами помощи, но посмотрим. Наверное, это правильно, да, лишь бы это работало, безусловно. Значит, в Уфе установят долгожданный памятник Рудольфу Нуриеву. С утра уже сегодня новость вышла про Уфу. Оказывается, великому танцору наконец определили место в нашей столице. 14 февраля еще прошло совещание администрации города, на котором было принято решение установить памятник великому башкирскому танцору. Скульптуру Рудольфа Нуриева водрузят на аллее рядом с Башкирским театром оперы и балета. А авторы памятника, это Владимир Лобанов и Леонид Дубинский, подготовили эскиз высотой в 2,5 метра. Детство Нуриева прошло в эвакуации в Уфе. Здесь он начал танцевать. Его первые шаги были сделаны в ансамбле народного танца. Вскоре он вступил в ряды танцоров кардебалета Башоперы. Через некоторое время стал одним из лучших в основном составе труппы. И напоминает издание, что в прошлом году в Казани был воздвигнут памятник летающему татарину, в кавычках, за авторством Зураба Церетели. И здесь фотография, соответственно, есть. Кстати, на мой взгляд, довольно-таки такой лаконичный, симпатичный памятник. По крайней мере, эскиз, который здесь изображен на ПроУФУ. То есть без конкурса просто решили хотя бы хоть что-то установить. Вот, кстати, да, это вопрос. Конкурс ведь должен, наверное, проводиться. Хотя бы такой свой творческий. Продолжу. Конечно. Алкогольным запретом. Бизнес-омбудсмен Башкирии высказался против алкогольного запрета. Рафаэль Гибадуллин поддержал предпринимателей, которые открывают алкогольные магазины в многоквартирных домах. По словам уполномоченного по правам предпринимателей, новый законопроект, предусматривающий ограничение продажи алкоголя в праздничные дни на объектах многоквартирных домов, скорее приведет к коррупции и теневой продаже спиртного. Вот, к сожалению, ты знаешь, я бы даже с удовольствием пригласила бы этого господина в наш эфир и задала бы следующий вопрос. А что те, которые хотят, простите меня, выпить, они не могут дойти до другого магазина? Обязательно в многоквартирных домах устраивать вот подобные магазинчики и лавочки? И почему это именно сразу создает какие-то отравления суррогатным алкоголем? Мне кажется, когда человек знает и хочет выпить, он уже знает, куда пойти. Сейчас запретов-то нет. Заранее продумывает, как говорится, маршрут, да, и объемы приобретаемого как продукта. Молочную кухню открыть, так у нас места нет. А как водку продавать, так в многоквартирных домах. И интересы бизнеса прежде всего становятся, да? Да. Кстати, напомню, +7 927 304 10 51 это номер для ваших смс-сообщений. Присоединяйтесь к нашему эфиру и сообщайте, возможно, какие-то важные детали, да, о которых мы, возможно, не говорим и упускаем из виду, да, вот для того, чтобы это не осталось без внимания. Продолжая тему строительства и расширения, скажем так, городских объектов, также на ПроУФУ, о том, как у нас в Деме появится новый микрорайон на 43 тысячи человек. Речь идет об участке площадью 236 гектаров, который сейчас из себя представляет пустырь и лесную зону. Эта зона расположена между озером Карьер и микрорайоном Серебряный ручей. Сейчас в этой зоне находится, единственное, что это... Там же, по-моему, уже есть какой-то микрорайон, Руслан, нет? Нет, сейчас вот эта вся зеленая зона, все это поле, оно
через этот участок проходит велодорожка асфальтовая. Единственное, что там есть, больше ничего. Ну, а судя по тому, как здесь все это изображено, ну, довольно-таки большой жилой квартал планируется. Более того, еще одно водное сооружение здесь хотят градостроители добавить. Так называемый водный канал протяженностью 2 километра 222 метра. Прям Венеция. Прямо вот практически, да, прямоугольной формы, правильный такой канал. И, значит, для чего он нужен? На нем люди смогут кататься на лодках, добавляет издание про Уфу. Слез с велосипеда, надел его на плечо и на лодке до Демы. Кстати, если говорить о водяной теме или водной теме, новый мост соединит берега реки Уфа около Шакши. В Уфимской мэрии подписали постановление о разработке проекта. Новый автомобильный мост в Уфе появится в Калининском районе на улице Перспективная. Приняли решение разрешить разработку проекта планировки и проекта межевания территории общего пользования. Новый автомобильный мост появится и планируется строить в рамках проекта планировки жилого района Шакша, Южная. Появится он или нет, конечно, мы заранее утверждать не можем, но можем Кстати, говорить, тоже что... 14 февраля, так же, как и тему с Рудольфом Нуриевым обсуждали. Прям любовь к городу, любовь к балету. Все прошло в этот день влюбленных. Сроки какие-то указаны про мост? Я тебе скажу следующее. Перед тем, как начать проектирование, еще предстоит провести инженерные изыскания. О вероятных сроках работ пока ничего не известно. Ну, понятно. И тем временем мы, конечно, ждем, наверное, все-таки мост-вставку между Старым Бельским и Новым Бельским, да? Да. Это история, которая вот в Очень прошлом ждем. году была актуальна. Сейчас, в принципе, я думаю, что не сильно актуальность ушла, поскольку Старобельский мост, он остается в аварийном состоянии, несмотря на то, что сейчас эксплуатируется. И еще кое-что вот хотел бы обратить на кое-что ваше внимание. Реальное время о том, как депутата из Башкирии, а также полицейского задержали по подозрению в браконьерстве. Я просто так спрошу. Там ведь правда нет фамилий этих депутатов? Никто ведь не знает этих фамилий, правда? Несмотря на заведение уголовного дела. Да, кстати, здесь причем ссылается вот нравятся издание мне «Реальное такие время» на материалы. Интерфакс. Речь идет о том, что в Благоварском районе Башкирии задержали группу охотников, застреливших косулю. И зайчиков. Под подозрение попали местный депутат и полицейские. В правоохранительных органах отмечают, что на месте удалось застать несколько человек на снегоходах. Среди них был депутат сельсовета и полицейский. В МВД по Башкирии подтвердили факт возбуждения дела о незаконной охоте. И ранее об особенностях национального браконьерства издание напоминает: главных врагах Волжско-Камского заповедника и охоте Казанской межрайонной прокуратуры на торговца краснокнижным живым товаром говорили в прокуратуре Татарстана. Но это, видимо, все-таки Татарстан дальше уже. Ну поэтому и фамилии неизвестны. Я буквально завершу. Отравились краской. В Уфе ветеран-блокадница Ленинграда попала в больницу после ремонта подъезда. 81-летняя пенсионерка 2 недели страдала из-за химического запаха. Видимо, краска была некачественной. Неделю красили, она этим дышала. Уезжать на это время из дома не соглашалась, не хотела бросать квартиру. Судя по всему, хорошую интоксикацию получила, ничего не кушала, тошнила 2 недели и попала в больницу. В 2019 году, напомню, по Уфе в программе комплексного ремонта подъездов собираются отремонтировать 1600 подъездов. Ну что, тем временем время обзора прессы подошло к концу, и сейчас мы предложим вашему вниманию фрагмент ролика, фильма, как угодно, да, можно назвать, Алексея Навального, который тот снял ввиду событий, которые происходят в нашем Сибае. Фрагмент будет относительно небольшой, но давайте послушаем внимательно. После этого по теме этого фрагмента мы с вами поголосуем. Как власти реагируют фантастически. Там сейчас исполняющий губернатора пойдет на выборы в сентябре. Такой Ради Хабиров. Омерзительный жулик. Долгие годы сидел в администрации президента. Он такой жулик-фальсификатор. На некоторое время его взяли на передержку и сделали главой Красногорска в Московской области. Провалил там абсолютно все, что можно. А сейчас его там резко подняли, назначили на Республику Башкирия. Посмотрите, пожалуйста, как он разговаривает с людьми. 47 секунд ему задают вопросы про Сибай. И вот как он так нервно реагирует. Собирайтесь, вам никто не мешает собираться. То есть есть добро, правильно? Что? Добро есть, правильно? Какое добро? Добро не я даю. Понятно, добро? Добро дает муниципалитет. А мы это обсудим с вами. Поэтому, если случай, сразу говорю, если случай нарушения правопорядка будет, значит, я пятый, когда говорил, 4 пункта, про 5-й пункт я говорил. Вот там говорю. Понятно, да? Значит, если будут провокационные вещи, да, у меня есть все полномочия и возможности этим заниматься.
А нам смысл провокации делать? А я вот и поэтому и говорю, не надо делать провокации. И людей не надо, значит, на улице вытаскивать, и, соответственно, потом просто вот давайте по-ответственному, по-серьезному. Никто вас не боится, вот, когда вы собираетесь и так далее. Так мы никто же никого не боимся. Ну и слава богу. Ну, послушайте, какой мерзавец, да? Люди там живут. Вот я представляю, я там живу. У меня 2 детей. И Захар идет в школу, и Даша идет в школу. И я понимаю, что в квартире они сидят с запечатанными окнами, а тем более они идут по улице, они дышат диоксидом серы, превышение которого в 37 раз. Дышат ядом мои дети. Мне это не нравится. К тебе приходит кандидат в губернаторы, который не рвет на себе волосы, не говорит, да я буду сейчас писать Путину, пусть Махмудов тут что-то делает, мы должны чрезвычайную ситуацию объявить. Они не объявляют чрезвычайную ситуацию, потому что объявить чрезвычайную ситуацию означает, что наносится вред людям, они могут потребовать компенсации. Это означает, что работы на этом карьере нужно прекратить, нужно признать это все. Это значит, что олигарх Махмудов должен будет что-то платить. Нет, этого не делается. Но вот эта вот номенклатурная физиономия смотрит на людей, которые дышат ядом, и говорит, так, ну значит, нарушений порядка здесь мы не допустим. Он думает о митингах, понимаете? Он не думает о том, что люди травятся. Он им сразу говорит, вы тут главное не митингуйте, потому что решить эту проблему не в моих полномочиях, но разогнать вас. Посадить вас, значит, оштрафовать, это в моих полномочиях. Абсолютно бессовестный человек. Такой же бессовестный человек, мэр этого Сибая, который пришел на встречу с людьми и сказал, что те, кто выходят на эти митинги, они козлы и экскременты, цитирую. Вот что означает отсутствие выборов. Да? Но в Башкирии нет выборов, давайте честно скажем. Там все подделывается на 100%. Где можно себе представить, что мэр города говорит такое горожанам, которые, ну, они же не просто там пришли капризничают, что-то им не нравится. Нет, они говорят, чувак, ты нас травишь. Он говорит, да вы козлы. В буквальном смысле. Там просто огромная яма. Ее не рекультивировали. Там ничего не сделали. То есть Махмудов заработал на этом несколько сот миллионов долларов. И эти сотни миллионов долларов получены за счет здоровья жителей Сибая. Потому что в нормальной стране, при нормальной системе, его бы заставили нормально рекультивировать, пришлось бы потратить деньги, но зато никто бы не отравился. Здесь ему сказали, да ладно, забей, просто откати нам там 15% от возможных расходов и езжай на своей яхте там где-то тусовать. Я знаю, мне написал наш штаб из Башкирии, что работники этого карьера могут объявить какую-то забастовку или еще что-то. Очень хочется помочь, поэтому если будете делать забастовку, мы вам поможем. Пусть этот Хабиров идет к чертовой матери, понимаете, со своими этими угрозами. Мы вас тут, значит, будем пресекать нарушение общественного порядка. Карьер закрой, пусть Махмудов с этим карьером что-то сделает, и никто на улицу не пойдет. Это был фрагмент видеоролика Алексея Навального, который тот записал в минувшую пятницу и посвятил этот ролик событиям в Сибае. Да? События в Сибае, я думаю, что ни для кого не секрет, каковы они природному катаклизму, что с ними происходит вокруг. Смотрите, довольно-таки жестко, да, в некоторых моментах Алексей Навальный высказывается. Я вот некоторые моменты зафиксировал, хочу даже повторить, наверное. Во-первых, Алексей Навальный называет временно исполняющего обязанности главы Башкирии мерзавцем, предъявляет претензии за то, что власти не объявляют чрезвычайную ситуацию. Также он называет временно исполняющего главу региона и мэра города бессовестными людьми. И, в общем, мягко говоря, да, вот на мой взгляд, довольно-таки категоричен он в своих высказываниях. Хотя, может быть, я ошибаюсь. В связи с этим, дорогие друзья, давайте мы с вами поголосуем и ответим вот на какой вопрос. Вы считаете, что Алексей Навальный в своем выступлении прав? То есть, по большому счету, он ничего особенного не говорит, потому что он прав, да, это все так и есть. 262, 72, 47. Нет, на ваш взгляд, Алексей Навальный преувеличивает. Все-таки власти республики действительно делают все возможное для того, чтобы решить эту проблему. Если есть какие-то, шероховатости, да, например, как выступление Авзалова, который назвал там одного из горожан нехорошими словами, то это лишь какие-то эмоциональные, скажем так, издержки, да, человек просто, вспылил, мягко говоря, но по большому счету власти молодцы, они стараются. 262, 72, 48. Голосование. Процесс пошел.
На ваш взгляд, в своем выступлении, в своем видеоролике, довольно-таки жестко высказываясь в адрес руководства региона и в адрес руководства Сибая, Алексей Навальный прав. Действительно, ситуация хуже, чем нам ее пытаются преподнести. Действительно, в этой ситуации нужно было бы объявить режим чрезвычайной ситуации. Да, это вызвало бы дополнительные сложности в плане финансовых затрат, возможно, но действительно ситуация этого требует. Поэтому Навальный прав. 262 72 47. Нет, Навальный погорячился. То есть он чересчур эмоционален, он, в общем, ведет политическую борьбу, и поэтому не стесняется резких высказываний, и, по большому счету, мог бы быть более объективным, на ваш взгляд. То есть он ошибается. 262 72 48. Лиль, у тебя каково мнение на этот счет? Несмотря на медицинское образование в прошлом, я как бы не знаю примеров, чтобы диоксид серы влиял на состояние речевой способности, мозговой деятельности. Поэтому мне удивительно, когда замминистра здравоохранения едет в Сибай и говорит о том, что там санаторный воздух. И мне также удивительно, когда Алексей Навальный рассуждает о таком нематериальном свойстве человека, как совесть, не побывав сам в Сибае. Поэтому, ты знаешь, я бы так сказала, что могут, наверное, делают, а в отношении там совести или несовести проблема в том, что не вовремя среагировали. Возможно, вот той ситуации, о которой мы сейчас с тобой говорим уже 3-й месяц, не было бы, если бы все приняли вовремя. Я так полагаю. Ну, то есть из этих двух вариантов ты все-таки склоняешься к тому, что он больше не прав, да? Хотя бы потому, что он сам не ездил в Сибай. Хотя бы, да. Потому что, ты знаешь, это какое-то сарафанное радио, но это как-то несерьезно для политика. Я понимаю, что, конечно, он говорит со слов, я уверен, даже нашей постоянной гости, спикера Лилии Чанышевой, но тем не менее. И если вы считаете, как и Лилия Клюковская, что Алексей Навальный все-таки не прав в этой ситуации, стоило бы ему об этом говорить только после того, как он бы сам съездил в Сибай, например, да, то ваш номер 262 72 48. Если все-таки вы считаете, что он здесь прав, и не нужно ему куда-то ездить, потому что, в общем, вся информация в открытом доступе есть, он в курсе, прежде чем снять ролик, он подготовился, да, собрал, как говорится, показания людей, которые на месте находятся или находились, поэтому вы, в общем, согласны с его утверждениями, даже довольно-таки жесткими, в адрес руководства республики. 262 72 47. Ну, здесь я, наверное, тоже как бы склоняюсь к тому, что ни один из двух вариантов прямо однозначно выбрать бы я не мог, потому что в чем-то вроде как прав, да, а в чем-то и не прав, поэтому... Ой, сложные задачи, Пишите, конечно. у нас есть телефон +7 927 304 1051. Это как раз тот случай, когда вы не можете определиться между первым и вторым вариантом. Нам пишет Сергей: мы не раз убеждались на примере «Чайки» и других, что критика Навального только укрепляет позиции чиновника, так что Хабирову это только в плюс. Вот такая точка зрения нашего радиослушателя. Ну что, мы подведем итоги голосования. Очень активно наши слушатели сегодня голосовали, и результаты у нас сейчас будут следующими, дорогие друзья. Стоп, нажимаем. Итак, последние цифры. 84% считают, что Алексей Навальный больше прав, чем не прав в этой ситуации. И 16% все-таки говорят, что в этой ситуации Навальный погорячился. Сейчас мы прервемся на новости, после чего мы еще продолжим тему Сибая после перерыва. Оставайтесь с нами. Половина восьмого в Москве, в студии Яков Широков, в эфире новости. Мосгорсуд должен осмотреть сегодня жалобу на арест группы украинских моряков. Речь идет о 8 из 24 членов экипажей кораблей, которых российские пограничники задержали в Керченском проливе в ноябре. Большинство арестованных уже прошли эту процедуру, сказал их адвокат Николай Полозов. Будет рассмотрение 5-й, 4-й апелляционных жалоб на решение Лефортовского районного суда и срока содержания под стражей для военнопленных до конца апреля. На текущий момент из них уже 16 прошли апелляцию. Везде были одинаковые решения об отказе в удовлетворении жалоб. В принципе, ожидаемое решение, собственно, и апелляцию подавали с расчетом прохождения процедуры для последующего обращения в Европейский суд по правам человека. Полозов добавил, что состояние здоровья раненых моряков вызывает беспокойство. По словам адвоката, есть основания полагать, что их не долечили. Он добавил, что у других арестованных проявляются хронические болезни.
Петербургский университет информационных технологий, механики и оптики проверит безопасность в 3 своих корпусах. После того, как в одном из зданий произошло обрушение, вуз запросил о дополнительных экспертизах. По меньшей мере, до вторника в зданиях на улице Ломоносова не будут идти занятия. В результате ЧП в субботу никто не пострадал, говорят власти. В здании, где произошло обрушение, шли работы по реконструкции. Прокуратура Парижа расследует нападение на почве антисемитизма со стороны так называемых «желтых жилетов». В минувшую субботу участники протестных акций выкрикивали угрозы и оскорбления 70-летнему философу Алене Финкелькрауту. Он оказался на пути демонстрации, его спасло ли только вмешательство полиции, пишет «Паризьен». Власти заверяют, что основной подозреваемый уже опознан. Российским авиакомпаниям грозят убытки из-за промедления правительства. Речь идет о создании национальной системы мониторинга авиационных выбросов. С этого года перевозчики должны собирать данные при зарубежных перелетах для международного регулятора. Минтранс до сих пор не назначил ответственный за это орган и не утвердил порядок аккредитации компаний, пишет газета «Коммерсант». На рынке опасаются, что такая задержка не только приведет к росту выплат авиаторов, но также теоретических запретов для них международных полетов с 2027 года. МЧС предупреждает о сильном ветре в Москве и области. По оценкам спасателей, порывы могут достигать 13-22 метров в секунду. Это связано с похолоданием в регионе. Также на дорогах ожидается сильная гололедица. После 3 недель оттепели температура в Москве может упасть до 10 градусов мороза, говорят в Центре погоды ФОБОС. Сейчас в столице 3 градуса ниже нуля, давление 743 миллиметра ртутного столба. Днем ожидается переменная облачность без осадков, -3, -5. Яков Широков, служба информации «Эхо Москвы». 3, 2, 1. Реклама. Владимир Цыбенко, финансовый эксперт инвестиционного холдинга «Финам». В Уфе с открытым семинаром «Секрет успешных инвестиций». Инсайдерская информация о том, во что лучше вкладывать в 2019 году. 28 февраля. Запишитесь. 216 11 22. ООО «Финам РБ». 18+. Ездите вокруг дома и ищете, где припарковаться? Устали откапывать машину от снега? Хватит мучиться! Есть решение! В новом умном доме на Злобина свой паркинг с доступом для всех жильцов. Паркуйтесь по-умному. Бронируйте квартиры в умном доме с 8-ярусным паркингом. 280 10. 280 10. Застройщик ИСК «Стройфедерация». Проектная декларация на сайте стройфед.ру. Снижаем цены. Поездки от 80 рублей. Служба заказа такси «Мотор». 2 900 900. Дорогие мужчины, потребительский кооператив «Семейная копилка» поздравляет вас с Днем защитника Отечества и объявляет акцию. Только с 20 по 22 февраля действует программа «Праздничная». 20% годовых сроком на 12 месяцев, а также дарим пальщикам приятные подарки. Минимальная вносимая сумма от 50 тысяч рублей, максимальная 1,5 миллиона рублей. При досрочном расторжении проценты пересчитываются по ставке 1% годовых. Все услуги предоставляются только членам ПК. Членство повлечет дополнительные расходы. Боевой взнос 100 рублей, вступительный взнос 20 рублей, взнос в резервный фонд 20 рублей, членский взнос 20 рублей в месяц. Подробности по телефону 347 287 1247, проспект Октября 117. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. На «Эхе Москвы» в Уфе новости. У микрофона Юлия Сафина. Здравствуйте. В Уфе снег сошел с крыши на ребенка. На прошедших выходных в Уфе зафиксировано 12 фактов падения снега и наледи. Как сообщает пресс-служба гражданской защиты Уфы, это связано с резким потеплением. В 2 случаях повреждения получили автомобили. В Октябрьском районе снег сошел на автомобиль Kia с отлива окна квартиры, расположенной на 8 этаже. В Советском районе с оконного отлива на 7 этаже снег сошел на автомобиль Volkswagen. В Калининском районе в результате схода снега предварительно с самовольно возведенного козырька балкона на 9 этаже пострадал учащийся 2 класса. После оказания медицинской помощи ребенка отпустили домой. В Башкирии депутата и полицейского уличили в браконьерстве. Депутат райсовета Волговарского района республики и сотрудник местного РОВД на снегоходе незаконно убили 3 косуль и 4 зайцев. Улики в спешке были сброшены на месте преступления. Как сообщается в группе общества охотников Башкирии, по данному факту материалы переданы в отдел МВД Волговарского района. Депутату и полицейскому грозит до 2 лет лишения свободы или штраф в 500 000 рублей.
В Уфе планируется установить памятник Рудольфу Нурееву. Как сообщает про Уфу, скульптуру установят на аллее рядом с Башкирским театром оперы и балета. Авторы памятника Владимир Лобанов и Леонид Дубинский подготовили эскиз ростом в 2,5 метра. Напомню, бронзовый памятник Рудольфу Нурееву несколько лет назад выполнил скульптор Зураб Церетели. Однако в Уфе он установлен не был в связи с тем, что затраты на перевозку, монтаж и установку скульптуры оценивались в 30-40 миллионов рублей. Он был установлен в Казани в прошлом году. Футбольный клуб «Уфа» в ничью сыграл с испанской «Альмерией». Матч прошел 15 февраля на заключительных учебно-тренировочных сборах в Испании. Счет был открыт уфимцами на 16-й минуте. В конце первого тайма соперники забили в ответ. Во втором тайме счет не изменился, итог 1-1. Следующий контрольный матч команда Дмитрия Кириченко проведет 19 февраля с футбольным клубом «Локомотив» из Тбилиси. Салават Юлаев проиграл «Адмиралу». Матч прошел во Владивостоке 16 февраля. Счет в игре был открыт юлаевцами на 9-й минуте. Первый период закончился со счетом 0-2 в пользу уфимской команды. В конце второго тайма команда хозяев забила свой первый гол. В последней 20-минутке «Адмирал» забил еще 2 шайбы, сделав итоговым счет 3-2. В завершении выпуска о погоде. Сегодня в Уфе пасмурно, слабый ветер, снег. Температура воздуха от -1 до -3 градусов. Сейчас за окнами снег и 3 градуса мороза. Юлия Сафина, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе. Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляет «Уфимский разворот». Программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в прямом эфире. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Продолжаем уфимский разворот на волнах «Эхо Москвы» в Уфе. Сегодня у микрофона Лилия Клюковская. Руслан Валиев, Никита Поленин за звукорежиссерским пультом. Мы продолжаем нашу программу. Напоминаем вам телефон +7 927 304 10 51. Участвуйте в нашем эфире. Вдогонку нашему голосованию, которое было до новостей, пишет нам наша постоянная радиослушательница тетя Роза. Да. Несерьезно, Навальный погорячился, правительство все делает. Таков он уж весь оппозиционный, во всем плохом и в хорошем. По-другому не сможет, кажется. Ну вот такая точка зрения тоже имеет право на жизнь, поэтому, в общем, как бы пишите, да, если вы согласны или не согласны, +7 927 304 10 51. А сейчас мы будем дозваниваться до правозащитницы Рамили Саитовой, которая согласилась нам рассказать, нам и вам, соответственно, да, в прямом эфире нашей радиостанции, свою точку зрения по поводу происходящих событий в Сибае. И мы уже сейчас с помощью нашего звукорежиссера Никиты Полянина дозваниваемся до Рамили Саитовой. Напомню, что прямая трансляция нашего эфира в Фейсбуке и на Ютубе также запущена. Да, я пока тем временем скажу, что вчера к 8 часам стало известно о превышении ПДК в 4 замерах, максимально в 3,6 раза. Воздух не соответствует нормам, так же, как и в 4 точках. Приборы показывают превышение в 12 раз. Тем временем Рамиля Саитова на прямой связи со студией. Здравствуйте, Рамиля. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Во-первых, в студии сегодня Лилия Клюковская, Руслан Валиев. Здравствуйте еще раз. И первый вопрос у нас будет таким. Что на сегодняшний день происходит в Сибае? Следите ли вы за событиями в режиме реального времени? Да, в этом мне помогают социальные сети. Есть беседы, в которых вот предельная допустимая норма 500 человек, вот по 500 человек сидят. И конкретно вот я отслеживаю ситуацию. Угу. А вы сами не в Сибае? Очень трудоемкий способ. Да. Вы сами не в Сибае и не были в Сибае? Я была в Сибае 25 января, когда вот должен был пройти митинг, заявленный БОО «Башкорт». Вот. В митинге отказали, там, вот, вы, наверное, все помните, там выставили инвалида, кто-то вот его использовал. Вот одного. И вот вместо митинга мы собрались на круглый стол.
Вот, и, ну, как бы последствия и результаты круглого стола, они до сих пор работают, то есть мы сформировали единую точку зрения, и сейчас каждый по-своему, но вот мы по этой линии работаем. Ага, вот мы — это кто? Кто сформировал единую точку зрения? Ну, там были представители Башкорта, и там было вот местное население, именно активисты. Но среди них была Альфия Узенбаева, это представитель 4-й республики, просто активисты, да, но они все вот в каких-то группах, но я вот не отслеживаю. Рамиля, скажите, пожалуйста, вот вы говорите о том, что отслеживаете это все благодаря социальным сетям. Но у нас нет запрета, как я не знаю, в Узбекистане социальным сетям и тому, что там люди пишут. Об этом говорить должны были уже месяца 3 назад. Почему так долго молчала общественность? Почему так долго молчали вы и ООО «Башкорт»? Вы знаете, мы и я молчу, потому что я пытаюсь сформулировать общую точку зрения. Вот уже 3 недели обращение, которое вот я подготовила на следующий день после круглого стола, оно в целом было принято, но вот для того, чтобы несколько общественных движений его подписали, все-таки вот, видимо, каждое из них по отдельности шло к тому, что да, вот именно в этой формулировке оно должно работать. А что, вот, каждый по отдельности как-то иначе воспринимает ароматы в Сибае? Ну, вы знаете, вот у нас, например, и Айрат Дильмухаметов это озвучил в своем видео. Сначала я считала, что все-таки должно быть введено чрезвычайное положение согласно федеральному конституционному закону. Но вот и я была не согласна с Айратом, он говорил, что все-таки чрезвычайная ситуация, то есть режим чрезвычайной ситуации. Вот. Но постепенно вот я тоже пришла к выводу, что, наверное, чрезвычайное положение очень опасно, потому что ограничиваются конституционные права граждан. Но до сих пор я убеждена, что без участия военных специалистов, инженеров, спецтехники, которые есть только у военных, вот этот вот, ну, фактически пожар на этом карьере потушить невозможно. И, честно говоря, вы знаете, я бездействую. Я бы хотела быть более активной, но я вот в растерянности, потому что это огромная чаша. Вы знаете, мы, общественники, привыкли делать что-то реальное. А тут вот что, вот возьмешь лопату и будешь закапывать. Тут единственное, что возможно, это достучаться до федеральной власти. А что конкретно вы тогда просите? Вот то, что вы говорите, мы хотим найти общее там конституционное решение. Что конкретно вы пишете? Описываете ситуацию, которая уже известна на протяжении там. Да. А что предлагаете? Хорошо, что предлагаете? Я говорю, по частям это все уже предложено. Нам осталось вот как бы вместе с этим выступить. Но ввести режим чрезвычайной ситуации, то есть вот то, что сейчас делает вот Хабиров и администрация города Сибая, Авзалов, это, я считаю, это торговля смертью происходит. Вам не кажется, что детей из Сибая надо было вывозить давным-давно хотя бы по санаториям и лагерям республики? Давным-давно, вот про санатории и лагеря мы вот заявили еще на круглом столе, да. Угу. Потому что, да, вот уже вот родился ребенок недоношенный, насколько я знаю. Ну, недоношенные дети рождаются и в Уфе. Давайте уж к чести. Вы знаете, да. Ну вот нам так и будут говорить, понимаете, это бесконечная торговля, это торговля смертью. Угу. И, к сожалению, этим занимается региональное руководство, к сожалению. Рамиля, скажите, вот вы упомянули, что есть смысл обратиться к военным за помощью, чтобы они и техникой, и там, человеческими ресурсами помогли. Да. Это вот что за идея? Откуда она возникла? Есть ли какие-то, я не знаю, специалисты, что ли, которые более или менее могут обоснованно это аргументировать? Вы знаете, вот, к сожалению, у меня нет своего YouTube-канала. Я не являюсь настолько популярной публичной личностью, ну, как, например, Айрат Дильмухаметов там или еще кто-то. Вот Пателицын Андрей, кстати, очень хорошо помогает. Но моя точка зрения, вот она, поэтому она тонет. Чрезвычайно ввести, то есть использовать силы военных, потому что они у нас самые передовые. Вся наука работает на оборону, так называемую, как сейчас, конечно, наступление переходит, к сожалению. Вот, то есть без привлечения этих сил, я считаю, совершенно невозможно ликвидировать это возгорание, потому что, ну, огромнейшие площади, и
совершенно непонятная глубина. И, кстати говоря, вот опять-таки социальные сети, вот сейчас уже распространилась информация, что горят, что УГОК занимается, УГМК занимается фактически черным копательством, то есть горит их руда в тех шахтах, которые они без лицензии там пробурили и добывают вот эту руду. Вот. Поэтому мы ничего не знаем, это только, я вот считаю, только вмешательство военных. Но поскольку у нас к военным относятся теперь очень настороженно, просто боятся, то вот это вот мое мнение, оно пока тонет, и я не могу его сформулировать от имени общественности. Это вот лично мое мнение, которое пока не поддержано, к сожалению, коллегами. И вот еще один момент. Судя по одному из ваших постов в Фейсбуке, я сделал вывод, что якобы некоторых активистов пытаются подкупить. Есть такое или я с чем-то путаю? Ну, кстати говоря, вот это вот то, что я как бы могу эксклюзивно дать вот эту оценку. Кроме меня, наверное, есть вот еще только 2 человека, которые, даже один человек, который ее может публично высказать. Я не знаю, насколько это правда, что там представители группы Даши Сибай встречались с руководством УГОК, УГМК. Я могу судить только по последствиям их деятельности. То есть такое впечатление, что они сейчас сливают вот это движение. Причем я не знаю, как бы с самого начала внедрили вот в инициативную группу Даши Сибай, вот провокатора, либо кто-то, видимо, сейчас за корыстный интерес просто сливает это движение. Что значит сливает движение, Рамиля? Давайте точнее. Что значит сливают? Кому-то заплатили, чтобы в Дыши Сибай говорили не Дыши Сибай? В чем проблема? Я предполагаю, что да, я не знаю, в каком составе, сколько человек, может быть, даже один так вот умело влияет на них. Нет, а на чем основано ваше предположение? То есть кто-то вам сказал, что кому-то заплатили 1000 рублей? Нет, я смотрю только на деятельность. Во-первых, очень давно уже, вот насколько я знаю, около 100 тысяч собрало население именно через для активистов Дыши Сибай на газоанализаторы. И вот эта вот проволочка, когда сначала они говорили, что месяц будет оборудование идти, хотя на дворе 21 века транспортная компания привозит за 2 дня. Потом они говорят, что там его нужно сертифицировать там и сделать что-то такое инженерное. На самом деле это все поставляется уже готовым. Теперь я не знаю еще что, но нужно ведь смотреть, там кто-то видел, что и 78 ПДК было по диоксиду серы, сероводород не замеряется, он тоже превышен, хлор тоже превышен. Вот, это же все нужно, хотя бы общественность должна составить акт, что вот да, мы замеряем, и с официальными данными очень сильно расходится реальность. Вот. Но этого же до сих пор нет. И насколько я знаю, тоже вот из беседах, в которых я сижу, просто банят, то есть как, запрещают доступ к комментариям людей, которые не согласны с позицией Дыши Сибай и вот с этими промедлениями. И с явным согласием с позицией мэра Сибая, который просто укрывает вот эту экологическую катастрофу и, как я говорю, уже просто абсолютно безнравственно. Скажите, а есть фамилии конкретные у этих людей, кому есть подозрения? Вообще конкретных фамилий нет, я не знаю. Группа вообще красивая, но вот последствия деятельности, они могут быть очень и очень драматичными для жителей Сибая. Я не интересовалась. Нельзя укрыть то, что воняет. Простите меня. Это же можно просто посмотреть, зайти в группу, посмотреть, кто администраторы, фейковые, не фейковые. То есть я думаю, что это легко можно определить, кто там у них инициативная группа. Я просто не задавалась этой целью. Я не хочу на них тратить время. Ну что ж, благодарим. Спасибо, на прямой связи со студией была правозащитница Рамиля Саитова, и мы обсудили вопросы вокруг и около Сибая и СМОГа, который там находится. Это напоминает? В 1997 году, когда в Кисловодске, как ни странно, в Кавминводах возникла ситуация, не было питьевой чистой воды, мэр города
Кисловодска господин Бейкотов выступил перед общественностью со словами: «Молитесь, граждане, чтобы пошел дождь». Вот я то же самое хотел бы сказать. Кстати, тогда чем закончилось там все? Ну, тогда все санатории были подключены к воде, а местные жители по графику жили. То есть с 6 утра до 9 утра была вода, и с 6 вечера до 9 вечера была вода. Все остальное время, ну, люди страдали действительно без воды и набирали в канистры. Ну, то есть вот в данной ситуации можно сказать только одно: вот этим общественным организациям, которые никак не могут прийти к общему мнению, не могут вычислить фамилии, не могут потратить время на вычисление каких-то фейков, но при этом создают некий, извините меня, хайп, и говорят о том, что вот, ну, не можем мы пока вот это создать. Ребят, тогда сидите и молитесь. Вот все, что я могу сказать в данной ситуации. Простите. А сейчас мы поменяем тему. Сегодня ночью, получается, на сайте РИА Новости вышел материал, названный «Регионы с самым высоким качеством жизни». Конечно же, скажем так, разум жителя Башкортостана и Уфы сразу такой призывает, что ли, да, или высказывает такую надежду, что мы откроем этот рейтинг и увидим нашу республику в первой десятке. Кстати, у тебя есть такое? Среди мегаполисов или среди мелких городов? Я имею в виду субъект федерации в данном случае. Рейтинг составлен не по городам, а по конечно, субъектам. хочется в десятку. Но просто недавно я ехала в поезде, и товарищ из Сибири, вахтовик, ехал и говорит: у нас в мегаполисе, а я так уточнила, говорю, в каком городе? Он говорит: в Учелах. Вот поэтому, ты знаешь, смотря среди каких городов действительно. Значит, что мы тут видим? Оказывается, значит, первые позиции в рейтинге регионов России по качеству жизни за 2018 год по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. А замыкают рейтинг среди всех регионов, то есть в самом хвосте списка, находятся Забайкальский край, Карачаево-Черкесия и Тыва. Значит, для определения качества жизни в регионах и оценки сложившихся диспропорций в этой области по заказу РИА Новости эксперты агентства РИА Рейтинг подготовили 7-й по счету рейтинг качества жизни. Значит, здесь учитывались 70 различных показателей, фиксирующих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни, ситуации в социальной сфере. На основе данных индикаторов рассчитан рейтинговый балл, который выступает в качестве оценки межрегиональных различий и критерия ранжирования регионов. При составлении рейтинга использованы данные Росстата, Минздрава России, Минфина, Центробанка, а также другие открытые источники. Значит, ну что, как мы уже сказали, да, первые в списке это Москва, Петербург, Московская область, а четвертый, как вы думаете, кто? Какая республика? Татарстан. Татарстан. Совершенно Ура! верно. На 5-м месте Белгородская область, на 6-м Краснодарский край, дальше Воронежская, Ханты-Мансийский автономный округ, Липецкая и Калининградская области. Значит, так, сейчас мы откроем ссылку общей таблицы и скажем, где у нас находится Башкортостан. Башкортостан у нас находится в другом месте этого списка, ну, правда, не в хвосте, справедливости ради, да, а находится он на 25-м все-таки месте. Вот Никита подсказывает так, на 24-м. Может быть, Никита там что-то сейчас там сдвинул. Угу. Что важно, я вот хотел... Нет, все-таки 24 место, оно было у нас в 2017 году, а в 2018 году у нас 25 место. То есть за последний год мы потеряли даже одну позицию, а не прибавили. Видимо, изменения, которые в республике происходят, еще не успели отразиться каким-то образом на реальных цифрах, да? Наш соседний, кстати, субъект, Оренбургская область, резко поднялся в рейтинге. Правда, он не оказался в первой десятке, но, по-моему, с 46-го места на 33-е аж подскочил. Это просто Максим Курников очень много говорил об Оренбургской области, наши коллеги «Эхо Москвы». Резко и это все показатели сработало. подросли, да? В общем, все баллы, все места, кто какое место занимает в этом году, кто какое занимал в прошлом году, и что изменилось, это легко можно посмотреть на сайте РИА Новости. У тебя как, кстати? Ты ожидала именно такого результата, что мы в третьей десятке находимся? Да, честно говоря, мне... Ой, микрофон включен. Включен. Мне, честно говоря, все равно, 25-е это или 35-е, в десятке мы не оказались, и я так думаю, понимаю, в ближайшее время не окажется, учитывая потому, как в городе с туризмом, как в городе идут споры, ставить ли алкогольные магазины в многоквартирных домах вместо того, чтобы ставить, например, какие-то садики во дворах. Поэтому, ребят, ну, очень много, наверное, негатива. Может быть, у меня просто сегодня еще и настроение такое. Вы меня уж простите. Слушай, ну неужели такая разница? Да, вот понятно, что у нас с туризмом там не все, слава богу, да, там есть какие-то другие сложности. Памятника там Рудольфу Нуриеву не можем поставить вовремя. Шеймурату генералу.
пожалуйста, тоже проблема, да, генералу Шаймуратову у нас есть только одна уличка в Черниковке, но нет ни памятника, ни сквера, ничего. А это человек, который был военным атташе в Турции, военным атташе в Китае. Это единственный человек из наших земляков, который с 2 высшими образованиями стал генералом. И, между прочим, в Луганской области, в городе Петровске, есть даже площадь имени Шаймуратова. А у нас, извините, кроме как песни «Шаймуратов генерал», дети и не знают об этом. Слушай, как ты думаешь, наша республика способна за обозримый короткий срок каким-то образом наверстать это отставание? Если бы я была сейчас на месте Хабирова, ты бы задал мне этот вопрос, а я тебе сказала: конечно, мы сможем. Конечно, сможем. Но это надо общую сознательность поднять, а не только, извините, поменять Давай спросим голову. наших радиослушателей. Дорогие друзья. Давай, и у меня будет последнее потом объявление, ты мне дашь минуточку. Друзья, если вы считаете, что наша республика способна в обозримом будущем, там, на протяжении, например, 2 лет, серьезно сократить отставание от Татарстана, голосуйте по номеру 262-72-47. Нет, за такой короткий срок отставание наверстать невозможно, потому что уж очень много воды утекло, уж очень много чего упущено. 262-72-48. Голосование. Процесс пошел. 262-72-47, номер телефона для тех, кто считает, что Республика Башкортостан способна, у нее есть для этого все возможности, у нее есть руководство, в конце концов, да, и так далее. То есть республика способна хотя бы попытаться догнать и приблизиться к уровню жизни, который показывает Татарстан. 262-72-47. Да, это возможно в течение 2 лет. 262-72-48. Нет, отставание уже очень большое, поэтому надеяться на хорошее пока все-таки вы не можете. Пока вы рассуждаете над этими 2 вариантами вопросов, я хочу поблагодарить всех наших слушателей, кто окликнулся на оказание материальной помощи сестре Эдварда Мурзина, оказал материальную помощь, собрал средства для того, чтобы привезти Эдварда Мурзина на родину. Прощание еще будет полчаса сегодня на Затонском мусульманском кладбище. Кто хотел бы увидеть и проводить его в последний путь, пожалуйста, осталось всего полчаса. Поезжайте, мы, к сожалению, с Русланом в эфире, и с этими снегопадами я просто думаю, что не успеем, но... То есть до 10:30 можно успеть, да? Эдвард, прощай, орнын же мақтабылсын. Да, очень жаль, конечно. А я напомню номера телефонов для голосования. 262-72-47 — это номер для тех, кто все-таки больше оптимист, нежели пессимист. Действительно, Республика Башкортостан способна в обозримом будущем сделать рывок вперед, и если не обогнать, то хотя бы догнать Татарстан по показателям социально-экономического развития. А сейчас Татарстан, как мы видим, 4-й в рейтинге всех регионов России, уступая лишь Москве, Петербургу и Московской области. А мы 25-е. Как сказал Ранель Зинатуллин у нас в эфире, да, пока вы смотрите на нас и равняетесь на Татарстан, Татарстан смотрит на Европу. 262-72-48 — это номер для тех, кто все-таки больше пессимист в этом вопросе и не рассчитывает на то, что наш регион способен в обозримом будущем, как мы условились, на протяжении 2-летнего отрезка, сделать рывок вперед и приблизиться по этим показателям к Татарстану. За 2 года у нас только мальчишки после деревень в армии мышцы набирали раньше. Раньше. А сейчас за год я не знаю, что они там успевают. Успевают ли что? Кстати, это интересный вопрос. Ну, сейчас они пиццу на проходную заказывают, поэтому... То есть вот так все стало легко и комфортно. Все так легко и комфортно, да. Так, что у нас тут? СМС-сообщение. Так, тетя Роза нам пишет. Оппозиция где была, когда раньше, видимо, я так понимаю, работало руководство региона не очень хорошо. Кстати, интересно, тетя Роза не подала документы в Общественный совет города Уфы? Тетя Роза, если что, напишите нам, пожалуйста. Интересно. А кто-то всежелающие могут, да? Да, вроде да. Я не помню, там есть ли какие-то возрастные ограничения, но... Еще раз напомню номера телефонов. У нас будем подводить итоги нашего голосования. 262-72-47. Вы оптимисты и считаете, что Республика Башкортостан способна рвануть вперед и догнать Татарстан в ближайшие 2 года. 262-72-48. Нет, к сожалению, это невозможно. Просто потому, что сильное, например, отставание у нас накопилось за многие годы. Итак, нажимаем стоп и видим, что у нас в результате. 12% у нас оптимистов считают, что мы способны догнать Татарстан. И 88% наших проголосовавших радиослушателей это, видимо, из тех, кто считает, что снег все равно растает. Ну что ж, на этой ноте, как говорится, особо без комментариев, просто фиксируем и прощаемся с вами, дорогие друзья, до завтрашнего эфира. До свидания. Доброго дня всем.